Это программа «Актуальное интервью». В адрес главы Якутии трудовой инспекции поступают обращения от граждан, касающиеся соблюдения их трудовых прав. На наиболее часто встречающиеся вопросы мы попросили ответить руководителя Государственной трудовой инспекции и главного трудового инспектора Якутии Светлану Глухих. Светлана Алексеевна, здравствуйте. Здравствуйте. Пойдем по порядку. Работники бюджетных учреждений спрашивают, почему отправляют в очередной отпуск против нашего желания? Нарушают ли при этом трудовые права? Во-первых, необходимо разделить работодателей на две категории. Первая категория – это те работодатели и их работники, на которых распространяется указ президента Российской Федерации об объявлении нерабочих оплачиваемых дней. И вторая категория работодателей и работников, на которых данный указ не распространяется. Не распространяется указ президента о нерабочих оплачиваемых днях на организации, которые работают непрерывно, на медицинские организации и, соответственно, аптеки, на организации торговли, которые торгуют непосредственно питанием, а также иными средствами первой необходимости. Кроме того, не распространяется указ на те организации, которые осуществляют неотложные работы в режиме чрезвычайных ситуаций, а также иные работы грузопогрузочные и срочные работы по ремонту. Относительно поставленного вопроса хотелось бы ответить, что если на организацию распространяется указ президента, работодатель не имеет права направлять работников без их согласия, а также вне графика установленного очередности отпусков, соответственно, в оплачиваемый отпуск. Это будет являться нарушением трудового законодательства, а также указа президента. Вот тоже часто встречаемый вопрос. Имеют ли право отправить работника бюджетного учреждения на вынужденный простой с сохранением лишь 2/3 заработной платы? В случае, если на организацию распространяется указ президента, вне зависимости, бюджетная эта организация, либо не бюджетная, без разницы, какой организационной правовой формы она является, направлять работника в простой с сохранением 2/3 также будет являться нарушением указа президента, поскольку нерабочие оплачиваемые дни должны быть установлены в данных предприятиях. Светлана Алексеевна, расскажите подробнее, как в таком случае правильно оформить это документально? Во-первых, необходимо издать приказ о нерабочих оплачиваемых днях в соответствии с указом президента Российской Федерации. А те документы, которые оформлены с нарушением закона, они не будут иметь юридическую силу. А в частности, простой, который, если работодатель, соответственно, захочет его установить. Обязаны ли платить зарплату договорникам? Некоторым, например, отказывают оплачивать. Здесь также необходимо разделить, что подразумевается под договорниками. Это трудовые отношения, когда работник оформлен в соответствии с Трудовым кодексом. В данном случае работодатель, конечно, обязан исполнять требования Трудового кодекса, выплачивать заработную плату в установленные сроки, а также исполнять указы президента о нерабочих оплачиваемых днях. В случае, если это договор, скажем так, оказания услуг, то здесь распространяет свое действие Гражданский кодекс Российской Федерации, за исключением, если не прикрываются трудовые отношения. То есть, если работник работает по гражданско-правовому договору, не выплата ему заработной платы в этот период, это получается законно, правильно я понимаю? Законно, поскольку это будет не являться заработной платой, это будет вознаграждение за определенную выполненную работу. Следующий вопрос. Работаю на ИП. Индивидуального предпринимателя зарплату не платят. Законно ли это? Вне зависимости от организационно-правовой формы, Трудовой кодекс распространяется на работодателей в случае, если, опять же, оформлены трудовые отношения. Без разницы, индивидуальный это предприниматель, бюджетная организация, должны выплачивать оплату в соответствии с указом президента, если, соответственно, данный указ на них распространяется. Работодатель заставляет писать заявление на отпуск за свой счет, значит, без содержания. Что делать в таком случае?
В данном случае я бы порекомендовала работнику обратиться в Государственную инспекцию труда, поскольку действия работодателя являются незаконными, идут вразрез Трудового кодекса, идут вразрез указа президента Российской Федерации. Возможно обратиться на горячую линию. Она у нас работает в круглосуточном режиме по номеру 74 22 66. Либо обратиться на адрес электронной почты с обращением с подробным указанием ситуации, наименованием работодателя, со своим контактным номером телефона, с обратной связью, адрес электронной почты, либо фактически адрес проживания. Ну, соответственно, будут приняты меры Государственной инспекции труда, будет выдано предостережение, либо проведена проверка с обязательной выдачей предписания. Кроме того, хотелось бы отметить, что на сайте онлайн-инспекции РФ имеется возможность работнику подать обращение, которое также будет автоматически перенаправлено в соответствующую Государственную инспекцию труда. А в каком режиме сейчас работает трудовая инспекция? Как проводятся проверки и будут ли усиляться меры? Как видим из вопросов, усиление все же требуется. Государственная инспекция труда, конечно же, в настоящий момент работает в усиленном режиме, консультирует работников и работодателей круглосуточно по телефону горячей линии. Мы работаем во взаимодействии с органами исполнительной власти Республики Саха-Якутия, кроме того, с органами прокуратуры. В связи с чем при необходимости, конечно, будут еще меры усилены, однако в настоящий момент, с учетом тех рекомендаций, которые дает Государственная инспекция труда работодателям, которые также обращаются на горячую линию, ситуация в настоящий момент стабильная, скажем так. Светлана Алексеевна, спасибо, что выделили время, ответили на вопросы, и удачи вам в вашей работе. Спасибо. О нарушении трудовых прав и ответы на самые часто задаваемые вопросы нам дала руководитель Государственной трудовой инспекции и главный трудовой инспектор Якутии Светлана Глухих. Это было актуальное интервью. Оставайтесь с нами.